перечня соцгородов, которые разработаны в 30-х годах были для быстрого строительства статистической среды. Слева такая принципиальная схема, справа применение конкретному городу Макеевка, несколько кварталов. В каждом квартале есть жилой сектор, такая строчная застройка, есть образовательное внутри ядро туда для детей. И отдельно есть сектор, вот сверху 4-й квадрат справа. Это такая спортивная функция, такая самая публичная, большая концентрация публичных зданий. Пару примеров реализации. Это отголоски ее реализации в белорусском контексте. Это поселок автозавода, который проектировался уже после войны, но все-таки в той же еще парадигме такого кондоминиума. И поселок вот тракторного завода, тоже уникальное образование, которое, будем надеяться, будет сохранено хотя бы с точки зрения того, что оно имеет огромную градостроительную ценность. Это уникальные вообще объекты, они были построены вне городской черты с ориентацией на то, что они потом будут входить в город, и включается полный вот жизненный цикл как бы людей, удовлетворяя как функции здравоохранения, образования, так и культурно-бытовые функции. Вот макет его строительства, фотографии. Дом номер 18. Чего? Есть вообще уникальным вообще физической материализации, точнее, уникального нашего опыта является несколько типологических вот территориальных единиц. Первой из них является предзаводская площадь. Это площадь, которая аккумулировала в себе все функции вообще вот все функции культурно-бытового обслуживания, какого-то. Это был узел площадь перед предприятием, на который входили все основные предприятия, которые могли человеку понадобиться в ходе его жизнедеятельности. Периодическое обслуживание, ежедневное обслуживание. В западных городах такого это на самом деле феномен, который мы тоже должны сейчас очень аккуратно реконструировать, очень аккуратно его вписывать в рыночную экономику. И удивительно, что именно эти точки, они наравне с такими же политизированными площадями. То есть одним из примеров является, если тракторный завод где-то чуть вдалеке, то площадь Стеклоколоса. Это самый яркий пример предзаводской площади, где доминирует наша промышленность, доминировала в свое время. Вот такой яркий идеологический аспект. Вот. То есть довольно мощно, учитывая еще сама архитектура такая неоклассическая. Следующий этап связан с массовым производством, 4-й технологический уклад, связан с максимальной рационализацией ресурсов, с максимальной унификацией, с разработкой каких-то принципиальных решений. И ее вообще экзистенция этого подхода к экономии, вообще вот, этой парадигмы этого экономического вообще подхода, экономической рационализации является строительство промышленных узлов. Это второй феномен нашего пространства, белорусского контекста. Всего в Беларуси было запроектировано 55 промышленных узлов. Тут тоже можно возить туристов, показывать им это, потому что они представляют в себя гигантские территориальные образования площадью 500 гектаров. Если в структуре больших городов, вот в данном случае это Гродно, они представляют один из секторов промышленности, то в малых городах они полностью определяют ее производственную базу и, следовательно, вообще городообразующее ее значение. В чем особенность вообще этих предприятий? Реализация этих объектов была возможна только в рамках директивного планирования, потому что она предусматривала, сейчас вот схему покажу принципиальную, вот. Это вот в Гродно в данном случае, то, что там было на предыдущем слайде, идет несколько предприятий, которые сгруппированы в рамках одного квартала, суперквартала, который внутри имеется, на схеме 1970 имеется зеленая зона, это резервная территория, которые предусматривали то, что предприятие будет разрастаться, следовательно, вот внутрь еще достраиваются корпуса. Все предприятия были объединены даже не технологической общей схемой, а именно общей инфраструктурой поддерживающей. Это котельные, это какой-то железнодорожный транспорт, это какие-то общие там
инженерное сооружение, обслуживающее камеры, еще что-то такое. Они все были сгруппированы, и их функционирование, учитывая еще масштабы продукции, которую они изготавливали, было возможно только вот именно в 60-е-80-х. То есть потом оно требует очень строгого планового контроля. В данной ситуации, вот видно, 2015 год, как что происходит, часть территории деградирует, там, что заштриховано, это она расползается на какие-то заплатки, часть дается в общественные функции. То есть это такое вот... Сейчас происходит полное разлагание. Если в большом городе разлагание промышленных узлов, оно еще незаметно, потому что у нас есть более активные функции, которые нивелируют вот это вот, уход в промышленность. У нас есть на что отвлечься, условно, и куда отдать те же трудовые ресурсы, и куда уехать и так далее. То в малых городах деградация промышленных узлов свидетельствует вообще о полной потере. Можно сразу просто вопрос на Да, уточнение. А вот эти промышленные узлы, это только наше, советское, или это общемировое для технологического уклада характерное? Вообще, именно вот эта разработка, она была как бы, вообще мысль вот этого вот градостроительного планирования, вот увеличения масштабов и раздувания этих модулей и строительства промышленных парков, оно шло вместе одновременно, но только в Советском Союзе было возможно их реализовать. То есть теоретически модели с границей были, но именно в Советском Союзе этот максимальный контроль способен был эффективность максимальную собрать предприятие. Да. Причем с учетом того, что был один собственник, есть два типа вот промышленных территорий. Один — это неуправляемый промышленный район, том, где мы сейчас находимся. Это когда сначала, например, Селяховка, потом подползает еще один завод, и потом оно вот так вот растет, что-то как-то так. И оно долго, оно формируется несколькими десятилетиями, столетиями. То промышленный узел, строительство вот этого гигантского образования, то есть для масштаба вот просто жилой дом, да? То есть это расстояние километр на километр. То есть это периметральный, такой выдранный из города кусок, абсолютно изолированный. Он строится за 5 лет. То есть реализация этого гигантского комплекса 5 лет. Это полностью вот обеспечение городообразующей базы города. То есть это очень интересная вещь. Сейчас пишется на нее тему диссертация. Я надеюсь, мальчик защитит скоро. И она станет медийной еще. Диссертация. Да. Вот фотография просто. Там где-то университет вполз уже. Но то есть это бессистемно, по периметру все трансформируется, внутри все остается так же. Но почему я про промышленные узлы говорю? О том, что вообще идея промышленных узлов, она трансформировалась на другую среду, на серединную, на жилую среду людей, и мы получили такой же вариант промышленных узлов, но в жилье. Это микрорайоны, которые сформировали нам такой абсолютно ячейки, такие большие, из которых вот этот масштаб маленький, который был того же тракторного завода, такой человекоориентированный, он был полностью утерян с переходом в эту парадигму 4-го технологического уклада. И получилась такая же система с объектами обслуживания, с объектами культурно-бытового. Вот. И на данный момент вот этот квартал, то есть вот тут есть одни кварталы, микрорайон, точнее, тут уже начинаются другие, это все гигантская промзона, потому что к одной подползает другая, там есть санитарно-защитная зона, то есть это все очень такие процессы друг на друга влияющие. Итак, в общем, и вот эту парадигму микрорайонного строительства мы до сих пор поддерживаем, и потом еще не вернемся через там, примеры Каменной Горки и так далее, но мы как-то от нее не отошли, то есть мы до сих пор думаем в этом масштабе, в этом функциональном наполнении. Вот. И даже наша архитектурная, вообще проблема нашего архитектурного образования, то, что мы говорим, вот сейчас в развитии популяризации урбанистики, то, что нас не учат мыслить с масштабами человека, нас до сих пор учат даже на процессе образования мыслить масштабами микрорайонов, промышленных узлов, то есть у нас нету человекоориентированного вообще вот этого формы образования и осмысления. Вот. Итак, на каком этапе мы остановились? 4-й технологический уклад. В это время западный мир начинает ломать из-за энергетического кризиса, из-за появления новых технологий, и западный мир переходит в стадию деиндустриализации и формирования постиндустриального общества. Вот оно помечено. То есть, если до этого у нас города формировались по принципу модернизма, ну, можно так обобщить условно, а потом начинается такая переориентация человека, получается
начинает распространение новой концепции, это концепция нового урбанизма. Чуть позже это начинается, вот на данный момент это компактный рост, компактный город, умный рост, транзитно-ориентированный девелопмент, когда мы привязываем развитие города именно к пересечению транспортных артерий, потому что у нас появляется новая ценность, то есть у нас появляются новые жизненные модели, новые трудовые модели, и у нас появляется новая интенсивность обменов технологий, обменом знаний, обменом человеческим капиталом, то есть это новой ценностью является мобильность городов. И вот города, западные города с 70-х годов начинают реализовывать вот эти условия для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в общем поле и чтобы быть интересными человеку, уникальным людям, которые способны поднять их экономику. Просто пару примеров. Одним из самых удачных примеров реконструкции, вообще полного ребрендинга города является Барселона. Причем вот сейчас на этой фотографии мы видим район Пабленоу и вот эту пробитую до моря диагонали, так называется улица Диагональ. Самое интересное, что вот тут она еще в 80-е годы она полностью заканчивалась, начинался гигантский промышленный район. Но благодаря усилиям власти они отрефлексировали вообще очень много исторического материала, в частности, подняли генеральный план 1959 года, увидели, что до вообще момента индустриализации, когда вот эта диагональ была заглушена промышленным предприятием, была еще идея вот этого сквозного проезда, они реализовали. То есть это, во-первых, свидетельствует о развитии какого-то, о увеличении интереса к истории в градостроительстве и планировании. А во-вторых, к тому, что начался в 80-х годах, в западных годах начался новый поиск вообще самих себя, как они могут себя позиционировать. И презентация нового Барселоны началась в 1992 году, когда с проведением Олимпиады это является таким наиболее очень мощным такой картинкой. Дело в том, что вот прыжки в воду, например, транслировались с этого ракурса, и новые натренированные человеческие тела стали вот символом нового такого возрождающегося города. Такая очень сильная была аналогия проведена, как рекламный ход всего региона. Вот в Милане, в Турине и в Милане тоже были очень интересные инфраструктурные проекты, то есть они проанализировали не только то, куда уходит вообще промышленность, как она, какие пустые зоны она образует для нового девелопмента, но и то, как промышленность, какие территории к этому завязаны, как к ним подходит, ясно, если предприятие, к ним подходит промышленная ветка, разрезающая город, и она не дает возможности. То есть какие-то еще энное количество территорий, которые привязаны к умирающей промышленности, которые тоже имеют ресурс к преобразованию. Вот, полностью преобразовываются какие-то транспортные коридоры, тоже в концепцию идет идея до этапа индустриализации туринская по поводу бульваров, то есть это все было промышленными ветками железнодорожными. Сейчас это бульвары, скверы и транзитные магистрали. Вот. Интересно является ориентирование как на нового глобального человека. То есть основной ценностью и основным конкурентностью городов является то, как они вписываются в глобальный контекст, и это очень сильно видно на том, как они растут. То есть все основные трансформации Милана, вот Милан, вот его транспортные оси основные, вот идет к основному аэропорту Мальпенза, и вдоль этой оси происходят основные крупные девелопментские проекты. Строится Фиера, выставочный комплекс гигантский, реконструируется промтерритория, на этой оси находится Экспо, на этой оси находятся основные музеи, новый квартал Заха Хадид. Вот все, что может быть интересно, идет от центра к аэропорту. Также мы можем сказать и у нас. У нас, например, Новая Боровая сейчас позиционируется как район возле аэропорта. И мы видим строительство Великий Камень, индустриального парка. То есть Минск постепенно тоже в эту глобальную цепочку вписывается, тоже с долей амбициозности. Не маленькая, но все-таки. Вот.
И возвращаясь к нашему контексту, можно сказать, что микрорайон — это порождение все-таки микрорайон, он отражает какую-то модель потребления и, с одной стороны, отражает, с другой стороны, он формирует, что у нас нет никаких альтернатив, какого-то времяпрепровождения, нет никакого стимулирования чего-то, потому что он выполнял чисто функцию расселения, и он до сих пор ее выполняет, без каких-то дополнительных интеграций и открытия возможностей к взаимодействию с средой и так далее. То есть мы до сих пор находимся в градостроительной концепции 4-го технологического уклада, несмотря на то, что она уже полностью стагнировала в других регионах. Спасибо. Нет, это не пессимистично, у нас есть сейчас же... Пессимистично, но пока вы думаете про вопросы высказывания, ну, я слушала и тоже пыталась отнести вот это отношение, да, того, как город формирует человека и как, ну, я бы сказала, представление о человеке формирует, ну, вот эти градостроительные представления. И вот, ну, мне кажется, что там до этого 4-го технологического уклада действительно скорее, ну, первые этапы это вообще там хаотичное расселение, просто связанное с, ну, развитием технологий, ну, там, поезда, все само расселяется. А дальше это, ну, некое представление о человеке как о производственной силе, да, которую нужно расселить. Ну, Желательно недалеко от завода. да, желательно недалеко от завода, и в этом смысле, как бы, ну, там человек работающий, да, это homo faber, да, ну, который работает, который рабочая сила, его нужно расселить, обеспечить ему еду, детский сад, да, вот, ну, все это, вот, и как бы потом это, как бы масштабы увеличиваются, стандарты, ну, в смысле массовость производства, больше людей, больше расселить, вот, а дальше, ну, вот понятно, что вы говорите, там, да, сейчас еще там в Беларуси в основном мыслится вот этими ребятами, но дальше у меня вопрос, дальше, как бы, как изменилось представление о человеке, ну, то есть, уже человек какой, да, человек потребляющий, ну, вот я из вашего слышала, человек глобальный, ну, типа там мобильный, да, то есть город уже не, как бы, не сам формирует, а наоборот, представление о человеке, ну, как бы, формирует город. Но вот я, честно говоря, так и не поняла, в чем, ну, как бы, каково это там современное представление о человеке 5-6 года. Что формирует город, да, или человек город, да? который, ну, да, задает вот эту... Да, я поняла ваш вопрос. Если брать человека, у нас как бы в нашем контексте получается, у нас есть люди нескольких технологических укладов, я считаю. И если брать ценности людей 6-го технологического уклада и 5-го, это, конечно же, во-первых, ну, кроме мобильности, во-первых, они это возможность постоянного обучения, то есть у них ценностью является постоянная интеграция, постоянный обмен знаниями, у них является в ценности для них является ценностью многофункциональной зоны, то есть когда они могут жилье совмещать с работой, когда они могут выстраивать свой график временной, когда они могут функционировать в нескольких сферах одновременно. Также является, вообще, если брать парадигмы, можете еще переформулировать вопрос сейчас? Я... Ну, у меня там скорее не вопрос, а вот размышление про то, какие представления о человеке двигают сегодня, ну, там, не знаю, градостроительство. Ну, наверное, человек ответственный еще, вот ответственный за будущее, то есть это то, что устойчивое развитие подразумевает, и какую-то, например, модель компактного города подразумевает то, что человек ответственен за то, что он обременяет следующее поколение на обслуживание этих территорий. То есть человек рациональный, наверное, сейчас, человек, который использует существующие ресурсы, а не множит. Вот. Я думаю, что лучшим словом будет интенсификация всего, интенсификация имеющихся ресурсов. Так, то, что я понял, это... А можно Ну, пожалуйста. Или нет, просто я почему попросил... Шоу. Извините, я почему попросил слово сейчас. У меня есть другие вопросы, но просто у нас какая-то идет привязка непонятная. У вас вначале прозвучали 3 фразы. Сначала о
технологического уклада Глазьева. Потом мы назвали слово «четвертая промышленная революция». Потом, сейчас, значит, потом назвали еще такое, Кондратьева, да? Который занимался. Да? Значит, вот эти вот работы Кондратьева, они сейчас не очень актуальны особенно, точно. Что касается Глазьева, это российская, чисто, это его личная, персональная российская, ну, привязанная к российской разработке, это не международная классификация. Четвертая промышленная, это как раз международное звание. А то, что придумал Глазьев, и потом забыл сам про это, он сейчас политика признается, да? Это совершенно, значит, другая схема, которую на постсоветском пространстве все воспринимают очень активно, ее цитируют, и не обращают внимания на западную. То есть вопрос, значит, комментарий, что в принципе, мне кажется, между градостроительством и вот этой экономикой, которую называли, какая-то более, ну, иная связь. В принципе, иная связь. Ну, у нас есть город Париж, в котором мы там 5000 лет, там, или сколько, 3000 лет. Как на него внимание оказывали? Ну, я же перехожу к вопросу, поэтому первый комментарий, то, что, значит, источник для классификации, для оценки влияния экономики на городское строительство, на развитие городов, я просто цитирую городовое слово достаточно, оно, значит, нечетко прослеживается. Я так понимаю, что там речь шла не о влиянии экономики, а скорее о развитии промышленности. Да, у меня как идет акцент Не, на... ну дело в том, что когда мы говорим о технологических укладах, мы говорим, в принципе, конечно, прежде всего промышленность, потому что промышленность, она как раз это города, прежде всего города, конечно. Ну, тут еще Да. идет... А если говорим о городах, то это и промышленность, и транспорт, и вся другая жизнь, да? И наука, и там, и досуг, и так далее. Ну, это среда обитания, скажем так просто. Поэтому, как бы, ну, это мой тезис, скажем так. Да. Значит, что как бы нельзя связывать, то есть нельзя, честно говоря, пользоваться вот этой, и очень осторожно пользоваться глазовской классификацией, ну и искать, по крайней мере, какие-то еще другие основы для связи, для объяснения, как развиваются, почему развиваются города. Ну, это мой тезис. Да, я поняла. Спасибо за комментарий. Ну, Кондратьев, как бы, он служил базой для Глазьева. То есть, как бы, там такая была взаимосвязь. Я как бы на Кондратьева не ссылаюсь, но... Кондратьев был серьезным человеком, Глазьев не совсем. Вот, ну, Это не мешало ему влиять в качестве базы. Ну да, конечно. Ну, про города, про четвертое, просто в его теории идет очень четкое разделение, в отличие от промышленной революции, именно на узкие технологии. То есть я не говорю, что его... Я согласна с вами, что по промышленным революциям оно... это общемировая теория, но у них есть пересечения. То есть смена технологических укладов, она связана с проведением революции. Просто революция 4, укладов у нас уже 6. То есть там это более детализированное, и с точки зрения пространства она накладывается на пространство. Пространство и время, оно... Я не спорю, что, конечно. Вот. Потому что если Глазьев следовал наш контекст, то я тоже следую наш контекст. Как бы оно взаимодействует. Вот. Ну и про тот же Париж, там же тоже была индустриализация, неиндустриализация, которая также соответствует четвертой промышленной революции и третьей промышленной революции. Я вообще ничего в архитектуре не понимаю, но из доклада вот у меня сложилось впечатление так, что раньше строили город, большой завод, ну, несколько заводов, и вокруг него там обеспечивают. Сейчас заводы строить перестали, а система, в принципе, осталась такая же. Да? То есть продолжаем строить как бы в большом заводе. Правильно я понял? Да. Все, это у меня в У нас. принципе... Да. Да, в смысле у нас. То есть если где-то там ушли от этого и пошли к большему комфорту там туристов, не знаю, там какому-то транспортному сообщению внутри города, да, то у нас все точно так, ну вот я просто на каменную горку смотрю, и картинка очень похожа на что-то там уникальное на тракторном заводе, что никак нельзя сносить. Да, было что-то там, какой-то вот этот вот домик. Я не понимаю, но вот этот домик. То есть я так понимаю, там тракторный завод был построен там давно, да, а это было построено недавно. И в моем представлении такой же памятник архитектуры, да, но там дома повыше. Вот. Я просто знаю, что на каменной горке они повыше.
Но по сути рисунок тот же, и концепция осталась та же. То есть народ как-то движется вперед, а строим мы так же, правильно? То есть вот это была цель. Вообще мы вышли, каменная горка, наверное, надо было в масштабе показать, что тракторный завод занимает примерно вот такое расстояние от квартала каменной горки. И количество функций на него в пешеходной доступности намного выше, чем функция в той же каменной горке. Естественно, потому что изначально там строили, для того, чтобы человек с завода мог дойти и за это время завести ребенка, там, на обратном пути купить продуктов и ребенка забрать. Но как бы оно еще оставалось во штат. Мы сейчас копируем не модель тракторного завода, копируем следующую модель, которая была вне масштаба, которая была соответствовала массовому производству. То есть оно более раздутое и так далее. То есть вот именно мы подхватываем последнюю, а не предпоследнюю. То есть предпоследняя это как раз топовая квартальная застройка, к чему нам хотелось бы обратно вернуться. Может быть, более каком-то системно, более немножко в другом виде, чтобы там застройка вдоль основных магистралей была ориентирована на человека через общественные объекты, либо чтобы это было как-то более, предусматривало. Ну, тут я, с одной стороны, понимаю разницу между, например, там, тракторным заводом и каменной горкой, в том числе не по принципу, потому что, в принципе, действительно вокруг предприятия, просто предприятия разные, там, да, и функции там, человека, а, скорее уже обратное влияние. То есть как, допустим, жизнь, я могу себе представить, жизнь в районе тракторного завода формирует, следующее поколение. Вот дети там, да, рождаются, вырастают, и каменная горка, да. И просто не очень углубляясь, можно себе представить, степень ульистости каменной горки, в которой, в принципе, не надо быть мизантропом, да, для того, чтобы, не знакомиться с соседями, просто потому что, реально это невозможно, да. То есть во дворе, ты почти не гуляешь, ты едешь там, я не знаю, в парк, в центр, там, да. В районе тракторного завода почти невозможно быть мизантропом, потому что это маленькие этажи, потому что это общие площадки, потому что это небольшие магазины, и так далее, да. И вот я тут уже скорее на про обратное влияние понимаю, да, то есть небольшие, рассчитанные на весь жизненный цикл эти городишки. Да, они, в общем, определенным образом формируют, в том числе, социальные, коммуникативные навыки, про которые говорилось. И это совсем по-другому, в каменной горке. Вообще по-другому. Да. Может, вопрос не как раз-таки не в городах, не в архитектуре, а в людях. И согласитесь, есть же примеры инициатив, когда в многоэтажках, в 18-этажных домах люди в подъезде не просто знают друг друга, а на всех этажах ковры, и на всех этажах цветы, и люди ходят поливать с этажа. Да, и мы эти несколько инициатив знаем и друг другу про них рассказываем. Но кто мешает нам это делать? Я могу сказать, что я живу в 19-этажном доме, на 18 этаже. Мне захотелось посадить цветы вокруг дома. И когда я это делала, у меня был ребенку 2,5 года. Она играла вокруг меня, я с лопатой копала, садила цветы. Люди, которые ходили вокруг и спрашивали, вы на первом этаже живете? Потому что только человек, живущий на первом этаже, будет украшать дом вокруг себя. Это, наверное, вопрос не к градостроительстве, а вопрос к отношению того мира, да, этого пространства, которое вокруг нас находится. Понимаете, ведь это взаимная вещь, да? Ведь все-таки условия нашей жизни или технология нашей жизни, она влияет в том числе на наше свободное время, желание что-нибудь украшать или не украшать и так далее. Потому что каменная горка, кроме всего прочего, это еще и достаточно мобильный район. В смысле, если раньше просто образ жизни был таков, что родители селились в тракторном заводе, и там потом нарастало новое поколение и так далее, то, я думаю, половина каменной горки это съемная квартира. Съемная квартира. То есть. Работают в другой части. Концепция автомобилизации, она эту модель микрорайона подхватила, и она ее очень хорошо оправдала. То есть, у нас автомобили, вот вам парковки, вот вам большое расстояние. У нас здесь эксклюзивный участник, который родился и жил, детство провел на тракторном заводе. Это я. Так я хочу сказать, я за это время, с тех пор поменял, наверное, 5 или 6 мест жизни, конечно, в разные времена. Надо сказать, что все-таки этот тракторный завод, то есть его архитектура, это другие условия в любом случае, независимо от людей, которые там живут. Это другая среда.
архитектурные, которые, ну, которые влияют в любом случае. Для тех же людей, которые осуждают цветы, как бы, скажем так, переехали, скажем так, из Каменной Горки на Тракторный, они уже стали немножко другими людьми. То есть я к чему? Мы, видимо, архитекторы должны бы сказать, что архитектура влияет. Влияет. Вы с этим согласны? А вы как бы сказали, что архитектура как бы совершенно не влияет. Я закажу Да, сделаю. архитектуру прикладывать. Вот что я хотела сказать. Что как бы я соглашусь, что там, не знаю, когда у вас дом двухэтажный и вы знаете друг друга в лицо, то вам проще инициативу какую-то делать, да, совместную. Когда у вас 120 человек и один приходит на там, 8 вечера домой, а другой хорошо, если в 12, да, как бы я соглашусь, что какое-то влияние есть. Но просто не стоит все только на стены переносить, да, как бы. Не, я думаю, что... Так мы не про стены говорим, про... Ну, я имею в виду про- Вот Ольга как раз была права, я думаю, что тут речь о том, что раньше это было замкнуто, и не было такой мобильности, да, и все жили вот в этом вот микрорайоне, и поэтому там формировалось какое-то свой социум внутри этого микрорайона, в одном городе. А сейчас к чему мы пришли, что Каменная Горка осталась таким же замкнутым микрорайоном, но в нем по сути никто не живет, в нем ночуют. Приезжают, ложатся спать, нету общности нету, неважно какие там хорошие или плохие люди живут, им ночью некогда копать грядки, или в выходные им там дайте там детей в парк вывести или еще что-то. Сейчас речь идет о том, что мы не работаем там, где живем. И все, я приезжаю домой только спать. Я утром просыпаюсь и уезжаю. Все, у меня нету времени, и в моем двухэтажном доме, в трехэтажном доме 2 подъезда, там уже соседи переменялись так, что я уже не знаю половины. И они меня не представляют. И у некоторых дети появились, которых я вообще не представляю, кто это, чьи-то и вообще откуда они. И речь идет о том, что... Вот, жизни получается, да? нет, как раз таки замкнуто. Если бы я работал рядом с домом, я бы, естественно, все это знал. И если бы все работали, да, то есть раньше было как? Они вот отстроили там к одному заводу, привязали микрорайон, и там, ну, 90% работает там, в этом микрорайоне. Они так или иначе сталкиваются, ходят на какие-то одни и те же мероприятия, у них одно и то же мировоззрение формируется. А сейчас они живут в таком же микрорайоне, но они везде, они не знают, как выглядит сосед по площадке, потому что они там в разное время с работы приходят, в разных местах отдыхают, в разные магазины ходят, и нету уже вот этого взаимодействия, нету как раз таки общения. Вот эта вот мобильность, которая, она по сути, ну, из того, что я только что сказал, я пришел к выводу, что оно вот уничтожило вот эту вот какую-то замкнутость и общность. Мы настолько заняты, что ну, мне не знаю, мне некогда знакомиться с соседями. Мои соседи по площадке, по-моему, не поменялись. Что там кто-то замуж вышел, кто-то уехал, ну, по сути, те же остались. Но, а когда я вижу людей, которые ходят, и они представляют, вы просто еще не знаете, где я живу. Поэтому там это... И, ну, я вот это вот отлично понимаю. То есть мобильность позволила людям работать, если раньше там выбирали квартиру в зависимости от того, где работает, то сейчас ее можно купить где угодно. А многие, кто могут себе позволить, вообще за городом ее покупают и ездят в город работать. И тут уже речь не идет о том, что, да мне, честно, мне всегда было все равно, что у меня там под окном. А главное, чтобы не мусорка, да? А ходить туда копать еще, ну, мне, ну, простите, ну, никак вообще. Ну, Я все-таки уже про вот эти новые модели, да, про то, что как бы про эти многофункциональные. Какая картиночка? А нет, вот картиночка. И ну, как бы я пытаюсь себе представить, это на какого человека рассчитано, ну или на формирование какого человека это рассчитано. Ну, во-первых, это человек, у которого есть потребность коммуникации. И есть свободное время. И есть свободное время. То есть это на самом деле вот такая, вот как мы с вами в пятницу собрались сегодня, ну, откровенно. Да. Мы можем себе это позволить. Да, мы можем себе позволить по интересам прийти и, то есть, ну, сейчас города не должны быть ориентированы вот на эту общность. на Они уже пятидневную больше... рабочую неделю, да, на какие-то. Да, на свободное время, пожалуйста, должен быть там, может, клуб какой-то, ну, что-то, что не подразумевает вот этой вот
замкнутости, которая была раньше, и которая позволяла развиваться какому-то там микрообществу, да, ну, микрогруппе. А сейчас Да. это не имеет Ну, никакого очень понятно, смысла. давайте еще Алексей и да. Да, просто спасибо, очень интересно. Просто у меня как бы два вопроса, замечания или ремарки. То есть, вот я так понимаю, у тебя, когда однажды почти случайно был в Катовицах, это город в Польше, который фактически он такой очень шахтерский. Да. И то есть там, получается, есть такие районы, которые, то есть, ну, например, вот нашли, ну, как бы там, построили шахту, чтобы было проще, построили рядом с этой шахтой, построили вот именно такой райончик, он там из вот червоной цеглы, ну, то есть, как бы все правильно сделано, но уголь закончился. И возникает вопрос, как бы, ну, люди уехали в другую, ну, новую шахту нашли, ну, в смысле, новое, там, как это, месторождение, да, ну, то есть копают. И возникает много вопросов, а что теперь с этим делать? С одной стороны, это как бы такое очень красивое, ну, определенное, ну, не знаю, архитектурное решение. Там же построены церкви, почты, костел, то есть все, что нужно, да, то есть вот эта задача, она не только у нас, ну, как бы, возникла сейчас, там, Осмоловка или там тракторный завод. Нет, это именно как часть города. Часть города. То есть это большой промышленный город, в котором это вот было, ну, как бы, наверное, раньше как поселок около тракторного завода был практически там за городом, а теперь это уже далеко внутри. Вот то же самое и там. Ну, то есть это как бы, если такой опыт, ну, как бы оптимального решения такой проблемы. И второй вопрос, это вот про площадь перед тракторным заводом, то есть я как-то ее, вот, может быть, ну как, я там все чаще был только проездом, да, но насколько я себя помню, это всегда автостоянка. То есть, оказывается, это была не автостоянка, ну то есть просто Да, вот да, огромная да, площадь, когда просто, да, тогда же не было машин. Я тоже не очень понимаю. Просто, функциональность. Просто что туда, оказывается, там несколько заводов, там и тракторы, там, где какие-то инструменты делают, там, ну, вот, просто вот можно чуть больше вот про вот то, что это, оказывается, такая задумка, как и площадь Якуба Колоса, куда вот с одной стороны есть промышленность, с другой стороны тут как бы город, ну вот. То есть это не стоянка, да? Это стыковая зона, да, это стыковая зона, вот узел именно как коммуникации, как платформа для коммуникации, для каких-то вот именно самой то, что предназначалось для взаимодействия людей. То есть вот эта платформа, которая у нас, если это в городах, вот у нас есть ряд площадей, на которые нанизаны на проспект, это одна из как бы, продолжений этих вот концепций. Вот. И роль Якуба Колоса, она играет сейчас довольно такую роль, ну, что такой узел довольно серьезный, транспортно общественный. То есть там есть довольно много вариаций, как провести время, просто по периметру ходя. Вот. А по поводу вот этого района, на самом деле интересно, что он еще не, цена недвижимости в нем не взлетела, как в этом, что его не заселили, ну, люди, просто ценители этой архитектуры, но есть еще момент такой, он, во-первых, если про моногорода, конечно, вообще монорайонов, это диверсификация экономической деятельности, но даже развитие, возможно, у него какие-то проблемы с транспортным обеспечением, потому что если мы говорим вот даже про мобильность нашу такую, как развивается в таком российском контексте увеличения автомобилей и так далее, то развитие общественного транспорта оно очень сильно стимулирует развитие районов. И, возможно, возле этого района есть, само это предприятие, оно не было преобразовано, и есть такой момент, как вот даже в том же Турине, иногда реконструкция каких-то объектов, вообще для Италии это свойственно, ревитализация, когда реконструкция какого-то объекта, который 100% не будет рентабельным, там, церкви или какого-то предприятия в парк, который 100% не будет приносить прибыли, но оно оживляет территорию вокруг, оно снижает криминальную нагрузку, оно позволяет реализовывать какие-то более сложные инженерные инфраструктурные решения. Вот, возможно, в этом районе есть какая-то проблема, связанная с вот, самой средой, которая осталась там, ну, принципиальный какой-то такой тормоз. Вот. Нужно будет по тракторному заводу. Вот, Давайте очень коротко. да, хорошо. Извините. Я тоже долго так, как ты думаю, зачем нам эта площадь? В принципе, там такое пространство, люди ходят далеко, там еще заводы идут, там большой достаточно поселок. Санитарная зона еще была. Смысл санитарной зоны. Несмотря на то, что это был лес, тем не менее люди в то время отделили тракторный сам, всего, ну, моторный, знаете, вот, дым, который там, Да. это тракторный был, это все было вместе.
Вот это было, видимо, тоже один из доводов по поводу создания такого штуки, Да. на которой сейчас стоит Владимир Ильич. Да, и, возможно, скоро будут застроены, потому что сейчас поменялись немножко нормы. Они сейчас привязаны не к объекту, Ну, да. а именно к тому, что загрязняет, к технологии именно.